Бакалы районы кешесен кыргый селәүсен тешләштергән. Жителя Бакалинского района покусала дикая рысь. Бакалы районы кешесен кыргый селәүсен тешләштергән. Эхо Москвы в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте! Начинаем утренний разворот. Здравствуйте, сегодня у микрофона Елена Черкова. Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. 9:08 в Уфе. Мы в прямом эфире. +7 927 304 1051. Номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграм. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Трансляции на Ютубе, на Фейсбуке мы запустили. Нас там можно смотреть. Что проанонсируем чтение дилетантские. Конечно. Осталось буквально вот сегодня. А завтра уже у нас в 19 часов в гостинице «Атолла» Анна Журалтау, Гоголя 72. Дилетантские чтения с Евгением Ройзманом и Максимом Курниковым. Тема чтений Александр Македонский, супостат или герой. Билеты вы сегодня можете купить пока еще на сайте кассы.ру, либо в кассах города. Можно зайти на наш сайт эхомоскауфа.ру и увидеть в правом уголочке баннер соответствующий, жамкнуть на него и перейти сразу на страницу покупки билетов. Я думаю, что завтра, наверное, мы еще немножечко попродаем их. В первой половине дня до обеда можно будет купить на сайте, а после уже надо будет рассчитывать на покупку на месте, если места останутся. В случае конечно. чего, может быть, мы даже можем на месте продавать билеты. Так что, пожалуйста, торопитесь, потому что билетов осталось достаточно мало. Угу. Ну и, наверное, стоит сказать, что мы рассчитываем, должны успеть завтра в программе «Персонально ваш» увидеть и услышать непосредственно самого нашего гостя Ройзмана. Евгения Ройзмана. Да, поэтому, кстати, вопросы вы сможете присылать. Сегодня, наверное, еще рано, а вот завтра уже по номеру для смс-сообщений вы можете их слать. Сегодня можно уже начинать присылать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это экономист Владислав Спивак. Всеволод. Ой-ой-ой, простите. Да, как сегодня неловко после вышло. 15 Всеволод часов. Спивак. Сегодня у нас, как обычно, будет обзор прессы, голосование, фрагмент программы персонального... послесловие с Азаматом Саитовым. Во второй части у нас будет гость, две интересные темы, но об этом позже. Сейчас хотелось бы все-таки сказать о том, что вчера до нас, до Уфы, скажем, до общественности дошла печальная новость. Дело в том, что в США умер журналист, правозащитник из республики Эдвард Мурзин. Бывший депутат Курултая, кстати. Да, кроме всего прочего. Он был депутатом Курултая от партии «Яблоко» в нулевые годы. Многие СМИ уже об этом написали, вот в том числе, в общем, друг и коллега Эдварда Артур Асафьев на сайте Дель Реали более подробно написал о том, какова была его биография и чем запомнился Эдвард Мурзин уфимцам. Я думаю, что и многие слушатели «Эхо», конечно же, его помнят. Тем более, что в декабре 12 числа, когда он только-только приехал на месяц на родину, после 2 лет жизни в США, он побывал в гостях нашей студии в одном из утренних эфиров. Этот эфир, кстати, вы можете посмотреть у нас на YouTube-канале, в Фейсбуке. А сейчас мы хотим вам поставить небольшой фрагмент из этого интервью для того, чтобы, в общем, почтить его память. С чем связываете свое будущее? С Россией? Знаете, вот хотел бы, конечно, тот опыт, который я там поднабрал, здесь бы в Уфе реализовать, потому что деньги не самое важное, надо еще как-то и мир изменять. Мы же журналисты. Вы не планируете в ближайшее время в Америку возвращаться? Через месяц хочу обратно уехать, а потом, может быть, здесь что-то удастся сделать и попробовать. Потому что опыт муниципального управления очень интересный. Вы себя ассоциируете больше с россиянином или с американцем сейчас? С землянином, скорее. Для меня... Человек мира. Да, космополит. Да хуже. Я думаю, что надо вселенную менять в нашу сторону, не то что отдельную страну. Вам привез серебряный доллар. Здесь он непростой. Там написано Liberty, свобода написано. Очень не хватает там свободы. Ну что, начнем обзор прессы тогда, да, Лен? Начни. Давай.
хорошая новость, наверное, для тех, кто пользуется поездами часто. Реконструкция железнодорожного вокзала Уфы будет закончена через 2 года. Потрясающе. То есть через 16 лет после старта примерно так? А что нет, нормально все. Начавшаяся в 2005 году реконструкция будет завершена к концу 2021 года. Об этом пишет про Уфу. И рассказал об этих прекрасных сроках Госкомтранс Башкирии со ссылкой на главного инженера Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева. При этом это, я так понимаю, новые сроки окончания, потому что когда обещали уже сдать? Первый раз к 2007 году празднование 450-летия вхождения. Ой, а потом сроки, они, видимо, переносились каждый год. Ну вот к декабрю 2021 года должны работы эти завершиться. До этого времени должны будут реконструировать первый и второй этажи вокзала, подземный тоннель, залы ожидания, перроны, а также привокзальную территорию и должны построить высокие пассажирские платформы. То есть вот должны построить, должны будут. Я так понимаю, я очень давно не была на ЖД вокзале, я так понимаю, там не сделано из этого ровно ничего. Ну, вот, судя по тому, что ты перечисляешь, там вот все, что нужно, вот все перечисляется. Получается, что как будто бы, да, там конь не валялся. Ну ладно. Ну вот. Теперь ждем 2021 года. Да, осталось недолго. Значит, также про Уфу, о том, как в Башкирии резко подскочили цены на продукты. Значит, данные приводятся Башстата. По некоторым позициям с начала года удорожание дошло до 11%. Значит, что у нас тут важно? Гречневая крупа в среднем 37 рублей, прибавка около 4%, по муке 3%, по огурцам 11%. Ну, кстати, огурцы это неудивительно, да, и, кстати, это самая такая позиция, больше всех подросшая. Помидоры 10%, при этом молоко, сливочное масло, рыба, хлеб и рис также подорожали примерно на 1-2%. Неизменной при этом в Башкортостане осталась только цена на баранину. Ура. Так что покупайте баранину. Да, вместо помидоров. Тем временем «Коммерсант» пишет, что на чиновников мэрии возбудили новое уголовное дело. О, класс. На каких? Следственный отдел СКР по Октябрьскому району Уфы расследует уголовное дело в отношении неустановленных пока чиновников мэрии. Они подозреваются в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной деятельности предпринимателей. Поводом для расследования стали обращение руководства компании «Крона». Эта компания строит в Демском районе жилой комплекс «Серебряный ручей». По версии следствия, городские чиновники в 2012 году отказали застройщику и не стали продлять права аренды на земельные участки. Таким образом, как говорят сами следователи, лишили возможности компанию привлекать средства дольщиков для строительства многоквартирных домов, то есть, по сути, осуществлять предпринимательскую деятельность. Отказ продлять эту аренду был обжалован застройщиком в арбитражном суде, но, тем не менее, власти решение суда не исполнили. Так что еще одно, смотри-ка. Да, и все будет с недвижкой, все со строительством. Ну, что есть ценного в городе? Это недвижка и земля, да, в принципе, все остальное так, приходящее. Ну, правда, тут вот маленький нюанс, что люди-то, которые ждут своих квартир в этом Серебряном ручье, пикетируют и не могут заселиться туда. Ну что некоторые ждут, кстати, уже по 5 лет, с 2014 года. Бывает. Тем временем в регионы Приволжского федерального округа привезут трофейную технику из Сирии, сообщает «Реальное время». Зачем? Значит, оказывается, поезд с трофейной техникой и вооружением, изъятым у группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии, проедет по России. Он будет состоять из 18 вагонов, в которых будут перевозиться 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также экипировки и оборудования террористов. Всего поезд проедет более 28 тысяч километров и посетит свыше 60 городов. Какой кошмар. Ранее российские военные рассказали о сбитых в Сирии беспилотниках, которые принадлежали боевикам. Ну, конечно, нам же больше нечем гордиться, чем вот этой вот трофейной техникой. Знаешь, мне кажется, еще пару лет, и вот на этих девятках тонированных будут вот рядом с наклейкой на Берлин появляться вот на Сирию наклейки. На Дамаск. Типа, на Дамаск. Ну, а что нет? Башинформ пишет, что в Уфе родители смогут проверить, чем кормят детей в школах. В 12 уфимских школах уже в феврале, вот в ближайшие дни, пройдут дни открытых дверей по организации питания в школьных столовых. Проведут дегустации завтраков и обедов в целях информирования и формирования позитивного отношения родительского сообщества к организации питания в общеобразовательных учреждениях города и увеличения охвата горячим питанием учащихся. Это была цитата. Об этом сообщает Уфимская мэрия. Тут в феврале, дни открытых дверей пройдут. Вот если вы сейчас услышите номер своей школы, то прям радуйтесь. Школа номер 18, 74, 27, 98, 22, 10, 14, 129, 46. А также в Башкирском лицее номер 2, в лицее номер 68 и 115 гимназии. График проведения на сайте мэрии опубликован.
Пойдете... Главное потом у детишек спросить: ребят, а тем ли вас кормили в этот день, чем обычно кормят? Вот эта прекрасная пюрешка с котлеткой, она всегда такая, или пюрешка больше похожа на резину прилипшую? Ох, я прям помню из школьной столовки эти. Кстати, я бы сходил посмотреть, но вот школа, в которой дочь учится, в этом списке не значится. Ну вот. Ну, может, там еще какие-нибудь школы будут. Вот, кстати, Башинформ пишет, что сейчас завтрак в столичных школах стоит от 55 до 60 рублей, а обед 60-75 рублей. Примерно как в столовой правительства Госдумы, республики. Да, правительства и так далее. И продолжая школьную тему, медиакурсеть о том, как в 10 школах Башкирии введут уроки борьбы в качестве обязательного предмета. Такое решение принял на днях в Рио глава республики Ради Хабиров, подписав соглашение с Федерацией спортивной борьбы России. В нем сообщается, что в Уфе будет создан Центр спортивной борьбы, а уроки будут введены в качестве дополнительного 3-го часа физкультуры в нескольких школах. Введут их в 10 школах республики с 1 сентября. 5 школ будут находиться в Уфе, еще по одной в Сибае, Кумертау, Салавате, Ишимбае и Иглинском районе. Республика стала пилотным регионом по реализации федерального проекта «Борьба в школы». Интересно, Борьба в школы, ну, все правильно. О нововведениях сообщили на открытии научно-практической конференции, которая прошла в Уфе. Не английский язык в школы, или там немецкий язык в школы, или там второй иностранный язык в школу, а борьба. Все правильно, надо растить сразу в этих А что делать чуваков, тем детям, которые потом в Сирию поедут? Как вариант, да. А вот тем, кто уже в этой школе учится и, в общем-то, не желает заниматься борьбой, как быть? Вот, переходить в другую школу? Страдай. Просто да, страдай. Борись, как говорится. Есть еще новость у меня с Башинформа про пассажиров автобуса Стерлитамакского, который врезался в опору линии электропередач. Они получат страховые выплаты. Об этом рассказали в Национальном союзе страховщиков ответственности. По словам президента этого союза, пострадавшие могут рассчитывать на возмещение ущерба, так как у компании-перевозчика был договор с страховой компанией. Но тут интересно, размеры выплат зависят от вида травмы, степени ее тяжести. Например, за перелом бедра положена выплата от 80 до 300 тысяч рублей. Вот вилка 80-300. За переломы конечности от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести. При этом минимальные травмы, ушибы или ссадины оцениваются в 1000 рублей. За несколько травм выплачивают, суммы будут суммироваться, и выплаты в общей сложности там максимальный предел 2 миллиона рублей. То есть тут посчитают синячки, видимо. Ну, то есть это должны, видимо, врачи сначала заключение свои выдать, а потом страховая изучает. Я вот напомню, да, что авария в Стерлитамаке произошла 8 февраля, там маршрутка просто влетела, обняла столб, по сути. Очень странная была информация по поводу количества пассажиров, потому что изначально, когда только-только стало известно, говорили в местном Стерлитамакском ГИБДД, что там всего было 8 человек, и якобы 2 только пострадали, водитель и 1 пассажир. Потом в интернете я посмотрела, это как раз суббота была, я стала смотреть местные паблики, ВКонтакте писали о том, что очень много было скорых, очевидцев, которые проезжали мимо. Нужно понимать, что это такой достаточно промышленный район города. Потом МЧС в тот же вечер сообщила, что там 20 человек было. На следующий день Следственный комитет сообщил, что там было 18 пассажиров плюс водитель. Вот как бы данные разнятся в итоге. Но тем не менее 13 человек, как изначально говорили в МЧС, они госпитализированы. Я вчера пыталась в Минздраве узнать, как обстоят дела, как состояние людей. Минздрав что-то мне ответить вчера не смог. Я думаю, что сегодня они уже данные получат эти. Ну, будем надеяться, что, в принципе, да, так и останутся все живы. Ну что, время обзора прессы у нас подошло к концу, и сейчас, как и обещали, предлагаем вам фрагмент авторской программы Азамата Саитова «Послесловие». В гостях нашего коллеги вчера был генеральный директор телеканала БСТ Рустам Зарафуддинов. Цифровизация отрасли в России была неизбежна. БСТ, естественно, не может оставаться в стороне от прогресса, это мы все понимаем. Попытки региональных телевизионщиков войти во второй мультиплекс в прежние годы, увы, успехом не увенчалось, а переход на цифровое вещание, между тем, имеет четко прописанные даты. И что дальше для БСТ? На самом деле для БСТ принципиально ничего не поменяется. Сложно, конечно, в радиоэфире объяснить все тонкости и премудрости вот этого перехода. Просто поверьте, телеканал БСТ как был, так он останется. Давай простым языком объясним. До июня. До 3 июня, да. Башкирское 3 июня. Башкирское семейное телевидение или современное телевидение, оно вещает сегодня как? Мы даем сигнал на спутник. Со спутника сигнал падает на специальные ретрансляторы на территории всей республики расположенные. И не только в республике. И не только в республике, да. По такой технологии мы вещаем еще и на и части поэтому Челябинской БСТ области. называлось спутниковым телевидением. Ну да, именно так. Это исчезнет? Нет, это не исчезнет.
Так что произойдет? Смотрите, 3 июня состоится последняя, третья волна отключения аналогового вещания в Российской Федерации, телевизионного вещания. Республика Башкортостан попала вот под эту третью волну, поэтому у нас переход на цифру, он отсрочен. И даже не переход на цифру, потому что цифровое вещание, оно уже с прошлого года в республике, в принципе, ведется. И уже многие подключились к нему, и многие жители Башкортостана, которые смотрят первые 2 мультиплекса, вот здесь тоже сложно, да, что такое мультиплекс? Условно говоря, 20 каналов. Просто человек в деревне, он даже не знает слова мультиплекс. Да, я понимаю. Вот у него телевизор. Давайте расскажу буквально за 15 секунд. Народным языком. Народным языком. Вот сегодня, если вы ловите обычный аналоговый сигнал первого канала или второго канала, на антенну, которая на доме, антенны, которая у вас на крыше или дома, то вы должны понимать, что этот канал занимает одну аналоговую частоту. Технологии ушли настолько далеко, что переход на цифру позволяет вот на этой одной частоте уместить сразу 10 телевизионных каналов. И, соответственно, после перехода на цифру вам будет доступно 20 телевизионных каналов, которые занимают всего лишь 2 частоты. Хорошо, на этой домашней антенне останется БСТ? Так вот, ситуация неоднозначная. Почему? Потому что все зависит от конкретной территории, конкретной местности. Отключение аналогового вещания в стране – это не значит запрет на аналоговое вещание. Аналоговое вещание сохранится как раз-таки для региональных каналов. В принципе, и некоторые федеральные каналы крупные не сразу отключатся от аналога. Я знаю о планах Первого канала, ВГТРК, НТВ. В части населенных пунктов Республики Башкортостан до конца 2019 года аналоговое вещание сохранить. Но дело в том, что им с этого года федеральный бюджет прекращает субсидировать расходы на аналоговую связь и субсидирует только цифровую связь. Соответственно, если канал посчитает необходимым сохранить свое вещание в аналоге, но за собственный счет, он это сделает. Скорее всего, они, конечно, этого делать не будут. Для канала БСТ, в принципе, ничего не меняется. Мы как вещанили по аналоговой технологии, так и вещаем. Единственная разница. Люди, которые будут подключаться к цифровому телевидению, которые будут смотреть 20 каналов бесплатно в цифровом качестве. Хотя тоже вопрос, насколько цифровое качество будет качественным, потому что мы понимаем, что не до всех населенных пунктов Башкортостана этот сигнал дойдет. Но мы останемся в аналоге. И, соответственно, если все хорошо складывается, если у вас хорошо работает приставка, если передатчики цифрового телевидения и передатчики, которые ретранслируют БСТ, находятся примерно в одном направлении от вашего дома, то вам, может быть, даже и менять ничего не придется. Телевизор сам автоматом настроит иными сначала 20 каналов, Рустам, а потом у вас будет БСТ. Иными словами, Рустам, вот я живу в Кумертау, у меня на крыше стоит антенна. Если вы живете в Кумертау, то, скорее всего, вы смотрите кабельное телевидение. Тогда вас вообще не касаются эти изменения. Вот, у меня на крыше дома стоит антенна. Я как принимал до 3 июня БСТ, я так и буду принимать его до конца года и в последующие годы. Да. Но, конечно, у меня не будет красивой цифровой картинки. Да. А остальное все будет. Это так. Мы с осени прошлого года проводили массированную информационную кампанию у себя же в эфире, все это объясняли. Единственное, поймите и поверьте, опыт подсказывает, что люди начинают задумываться об этом, вот об этой проблеме, только когда у них на месте аналоговых каналов появляется черное поле. Когда мы говорим, что БСТ – это современное телевидение, мы заботимся о том, чтобы у нас было телесмотрение не только в традиционном эфире, но в том числе и в интернете. И сегодня у нас общее количество подписчиков в социальных сетях превышает 300 тысяч человек. У нас взрывной рост аккаунта в Инстаграме за последние 1,5 года, почти уже 90 тысяч, растем по плюс 200-500 человек в сутки. Мы видим глубокое проникновение и вовлеченность нашей аудитории, и мы видим, что наша аудитория, для нее сегодня не важно, как получать сигнал, главный контент. Все больше людей в интернете, экономически активного населения в интернете. Поэтому, когда мы говорим про цифровизацию, поверьте, будущее телевидение в перспективе лет через 10, даже цифровое вещание будет настолько неактуально, учитывая то, что сегодня это касается 25% жителей республики. Все остальные уже смотрят либо через кабель, через IP-телевидение, через спутник. Их цифровизации не касается вообще никак. Это был фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. Напомню, что в гостях вчера в нашей редакции был генеральный директор БСТ Рустам Зарафудинов. Этот эфир вы можете посмотреть еще раз на нашем сайте hmskaufa.ru, на YouTube в нашем канале и в группе в Фейсбуке. Там мы везде «Эхо Москвы» Уфей называемся. В принципе, там можете посмотреть все эфиры. Но сейчас мы что, меняем тему? В общем, да. Давай менять тему.
Более половины россиян, а именно 52%, считают, что руководство государства и чиновники лгут о реальном положении дел в стране. Это максимум за последние годы. Опрос проводил Левада-центр. Социологи выяснили, что только 12% россиян верят чиновникам, а еще 33% допускают, что государство может лгать, описывая положение дел в экономике, здравоохранении, пенсионном обеспечении и борьбе с преступностью. Это, в общем, данные по России в среднем, да, а у нас что? У нас можно попытаться спроецировать этот опрос на нашу республику, потому что у нас есть общегосударственное, да, правительство, скажем так, и есть правительство республики. При этом у нас руководство в регионе новое, которое, по идее, сейчас не должно, да, бояться называть вещи своими именами. В общем-то, зачастую так оно и делает. Да. Говоря о неуспехах, оно говорит, что это вот прошлые годы, скажем так, такое наследие осталось. Да, Хамитов виноват. Типа того, да. Но все-таки давайте, дорогие друзья, вместе с вами определимся, проголосуем, то бишь. Вы верите чиновникам и в целом руководству республики? Если вы считаете, что чиновники республики говорят правду, голосуйте по номеру 262 72 47. Если вы считаете, что чиновники региона, я имею в виду вот всю вертикаль, да, от низкого уровня до там главы региона, временно исполняющего главы региона, если вы считаете, что они все-таки так же лгут, как и все в России, то голосуйте по номеру 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. В Республике Башкортостан чиновники преимущественно говорят правду. Вы им больше верите, чем не верите. 262 72 47. Нет, не верите. В общем, ничего нового у нас не произошло. Живем, как и вся Россия. Никакой разницы нет. 262 72 48. Не сразу так. Нет. Вот, хоть кто-нибудь верит чиновникам? Вот, кстати, я сначала думал спросить, может быть, у людей, ну, то же самое, да, как Левада-центр по поводу всей России, а потом думаю, ну, в общем, здесь, наверное, разницы не будет, да. Все-таки хочется по нашему региону. Действительно, у нас руководство новое, всего 4 месяца. И, наверное, у большинства людей, могу предположить, еще нет поводов не доверять, да. То есть много обещаний роздано, но проверить, насколько эти обещания будут исполнены, еще время не прошло. Поэтому почему бы не верить, да, почему бы кредит доверия не предоставить руководству? Ну, ты такой позитивный всегда, вот ты оптимист. Я вот всегда пессимист. Я никому не верю. Вот вообще никому не верю. Никогда. Но только Никите верю, нашему Полянину. Вот он хороший, и больше никому. Друзья, напомним номера телефонов. 262 72 47. Вы относитесь вот к тем 48% россиян, которые, в принципе, доверяют руководству, чиновникам в целом, и считают, что они говорят, по большому счету, правду. 262 72 47 правду. 262 72 48 нет, они зачастую врут и говорят неправду. Вот здесь я бы что еще, наверное, добавил, да? Ведь это правда и неправда понятие растяжимое. То есть у каждого правда своя, знаешь. Тут ведь как, вот Радию Хабирову в Сибае, например, сказали местные чиновники, что Ради Фаридович, мы все под контролем держим, да, а он поверил. Ну, то есть он же не может сидеть в Сибае там, целыми днями, месяцами, годами и реально смотреть, как там все обстоят дела. То есть чиновники и сами являются заложниками той ситуации, ну, скорее всего, да. Ну, вот в таком плане, мне кажется, да. То есть вот именно в плане, если говорить про Радия Хабирова, который действительно там у нас всего 4 месяца, я не думаю, что он пока вот полностью везде успел сам залезть, посмотреть, все там переворошить и поймать своих подчиненных на каком-то вранье и обмане. А ну, вот в этом плане я могу сделать какие-то Давай скидки. подведем итоги голосования после перерыва на новости. Да. Оставайтесь с нами. Половина восьмого в Москве. В студии Яков Широков. В эфире новости. Лефортовский суд Москвы должен рассмотреть вопрос о продлении ареста Карины Цуркан, топ-менеджера энергетической компании «Интеррао», обвиняют в шпионаже. Ее адвокат Иван Павлов считает обвинение абсурдным. Обвинение основано на сфабрикованных, фальшивых документах, которые были подброшены чекистам и теперь используются в качестве доказательств якобы того, что Карина работала агентом молдавских спецслужб. С июня месяца она находится под стражей, и сегодня суд рассмотрит вопрос о продлении ей меры пресечения в виде
содержания под стражей. С таким ходатайством обратилось Следственное управление ФСБ России. Дома у Карины Цуркан остается престарелая мать и сын-школьник, добавил адвокат Иван Павлов. Правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией на основе решения вопроса о принадлежности всей южной части Курил. Как сказал японский премьер Синдзо Абе в парламенте, предметом переговоров с Москвой являются все 4 острова. Он подчеркнул, что мирный договор Токио намерен заключить только при условии, что между двумя странами будет определена граница, передает агентство ТАСС. Соглашения между двумя странами нет более 70 лет. Переговоры Совета ЕС и Европарламента по вопросам о поправках в газовую директиву ожидаются в Страсбурге. Еврокомиссия ранее предложила применить одинаковые правила законодательства ко всем газопроводам на территории сообщества. Сообщалось, что это могло осложнить работы по проекту «Северный поток-2». Впрочем, как пишет газета «Коммерсант», компромиссный вариант дает России шанс избежать серьезных негативных последствий для проекта. Мэр Риги Нил Ушаков сохранил свой пост. Оппозиции в Думе латвийской столицы не хватило голосов за его отставку. Оппоненты мэра считают его ответственным за коррупционные скандалы. Ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски дома у мэра на рабочем месте. Сам Ушаков настаивает, что не нарушал закон. Директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой объявлен выговор из-за похищения картины Куинджи. Начальника службы безопасности освободят от должности, сказали журналистам в Министерстве культуры. Выговоры получат еще несколько сотрудников учреждения. Похищение картины «Ай Петри Крым» с выставки Куинджи произошло в конце января. Злоумышленник вынес ее из зала, никто ему не помешал. Российские спутники на орбите могут использоваться для атак на космические аппараты, считает военная разведка США. В новом докладе, который подготовило разведуправление американского министерства обороны, говорится, что Москва развивает различные типы военных технологий, которые позволяют вести боевые действия в космическом пространстве. Часть спутников, предназначенных для диагностики космических аппаратов, имеет двойное назначение, уверены авторы доклада. Они называют Россию, а также Китай главными угрозами для штатов в космосе. В Москве сейчас 1 градус ниже нуля, давление 743 миллиметра ртутного столба. Днем ожидаются небольшие осадки, +1, +3. Яков Широков, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Владимир Цыбенко, финансовый эксперт инвестиционного холдинга «Финам». В Уфе с открытым семинаром «Секрет успешных инвестиций». Инсайдерская информация о том, во что лучше вкладывать в 2019 году. 28 февраля. Запишитесь. 216 11 22. ООО «Финам РБ». 18+. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор». 2 900 900. Потребительский кооператив «Семейная копилка» – легкая и приятная возможность пополнить ваш бюджет. Программа накопительная. 18% годовых сроком на 9 месяцев. Подробности по телефону 347 287 12 47. Проспект Октября, 117. Минимальная вносимая сумма от 15 тысяч рублей. Максимальная – 1,5 миллиона рублей. При досрочном расторжении проценты пересчитываются по ставке 1% годовых. Все услуги предоставляются только членам ПК. Членство повлечет дополнительные расходы. Паевой взнос 100 рублей. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Членский взнос 20 рублей в месяц. 13 февраля вместе с гостем студии «Эхо Москвы» в Уфе, финансовым экспертом компании «Финам» Булатом Загрединовым обсудим частные инвестиции и вопросы доверия. Слушайте эфир в среду в 8:45. 13 февраля в 19 часов в гостинице «Уралтау» на Гоголя 72 пройдут 5-е дилетантские чтения в Уфе с политиком Евгением Ройзманом и заместителем главного редактора «Эхо Москвы» Максимом Курниковым. Тема чтений – Александр Македонский, кумир или супостат. Приобретение билетов на сайте кассы.ру или в кассах города. Подробности по телефону 299 02 99. Количество билетов ограничено. Информационный партнер profu.ru 12+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. — 9:35 в Уфе с новостями Уфы и Республики. У микрофона Руслан Валиев. Реконструкцию Уфимского железнодорожного вокзала планируют закончить в 2021 году. Новые сроки окончания начавшейся в 2005 году реконструкции назвал Госкомтранс Башкирии со ссылкой на главного инженера Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева. Как сообщает про Уфу, работы должны быть завершены к декабрю 2021 года. Сообщается, что за оставшееся время планируется реконструировать первый и второй этажи самого вокзала, подземный переход, привокзальную территорию,
а также перроны, где должны быть построены высокие пассажирские платформы. Пострадавшие в аварии маршрутки в Стерлитамаке могут получить страховые выплаты до 2 миллионов рублей. Сумма выплат будет зависеть от конкретных травм каждого пострадавшего, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального союза страховщиков ответственности. Согласно данным базы организации, ответственность перевозчика застрахована в СПАО «Ингосстрах». В страховой компании подтвердили наличие действующего договора и будут готовы приступить к выплатам, если происшествие будет признано страховым случаем. В сообщении Союза страховщиков говорится, что за перелом бедра положена выплата от 80 до 300 тысяч рублей, за переломы конечностей от 60 до 300 тысяч, в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. При этом минимальная травма, ушибы или ссадины оценивается в 1000 рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 миллионов. Напомню, 8 февраля в Стерлитамаке автобус, выполнявший рейс по 41-му маршруту, врезался в опору линии электропередач. За медицинской помощью, по данным Минздрава Башкирии, обратились 19 пострадавших, из них 3 детей, 15 человек госпитализированы. По предварительной информации, причиной ДТП стало превышение скорости. Умер журналист Эдвард Мурзин. Телеведущий, правозащитник и бывший депутат Курултая скончался во сне, сообщает портал Собкор-02. Последние 2 года он жил и работал в США, где занимался монтажом телекоммуникационного оборудования. В декабре минувшего года Мурзин приехал в Уфу и был в гостях программы «Утренний разворот», где рассказал о причинах переезда. По его словам, он покинул Россию из-за собственной неустроенности и отсутствия перемен в стране за последние 20 лет. Мурзину в декабре исполнилось 55. Он будет похоронен в Нефтекамске, сообщила агентству Башинформ его сестра Наиля Хуснуддинова. У Мурзина остались 3 детей, которые живут в Башкортостане. В завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха поднимется до минус 9 градусов. Сейчас в Уфе минус 17. Руслан Валиев, служба информации, Эхо Москвы в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Руслан Валиев, Елена Черкова. Мы до перерыва на новости объявили голосование и спрашивали у вас, верите ли вы чиновникам и нашей власти новой в республике. 262-72-47. Да, вы, в принципе, доверяете, пока ничего плохого сказать не можете, никак себя никто пока не скомпрометировал. 262-72-48. Вы власти не доверяете никогда и никакой в принципе. Ну что, подводим итоги голосования. Голоса 2 падали. Ну, цифры не сильно изменились. Да, не сильно у нас поменялось. 89% наших слушателей не доверяют власти вообще никогда. 11% пока новой власти тут надо верят. Пояснить, что не в принципе не доверяют, а просто считают, что власти зачастую врут, когда говорят. Да. Да. Исходя из опроса Левада-центра, мы сформулировали голосование для нашего региона. Спасибо тем, кто проголосовал. Я напомню, давай номер для смс-ок сразу. +7 927 304 10 51. Можете уже начинать присылать свои вопросы нашему гостю. Да, а у нас в гостях сегодня проректор БАКСУ Альберт Курманов. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, у нас сегодня 2 такие глобальные и одновременно интересные темы, которые мы хотим с вами обсудить. Дело в том, что вы специализируетесь на законодательстве и, соответственно, можете прокомментировать изменения, которые в законодательстве у нас происходят. В частности, о борьбе с контрафактным алкоголем. Оказывается, у нас есть какие-то важные изменения. Что вы можете сказать на эту тему? Что нового, что изменилось? Вот просто, на мой взгляд, в принципе, в этом направлении давно уже все ясно было, да? То есть как бы все настолько зарегулировано, продажа в определенное время, в определенном месте, за незаконное изготовление, оборот, вроде как санкции предусмотрены, а тут что-то новое еще. Руслан, ситуация с законодательством, она вообще как с живым организмом постоянно меняется, особенно российское законодательство, надо в этой части отдать должное, что идет постоянное совершенствование.
То есть и президент Российской Федерации на это обращал внимание, что если принимается какой-то закон, в течение какого-то времени он, скажем так, проверяется на его профпригодность, и в дальнейшем, если требуются необходимые коррективы, то они вносятся. Так, и что мы имеем? То же самое и здесь. Что касается легального оборота алкогольной продукции, в том числе ответственности за контрафакт, то в этой части законодательство оно тоже постоянно совершенствуется. Вводятся новые ограничения, запреты. Одно из последних, скажем так, вот новелл – это введение так называемой системы эгоиз, когда идет стопроцентная регистрация любой алкогольной продукции с момента ее изготовления, то есть на заводе-изготовителе, дальнейшей транспортировки, поступления в торговые сети и реализации потребителю. На сегодняшний день существует фактическая возможность, то есть любой покупатель, придя в магазин и желающий приобрести алкогольную продукцию с использованием своего мобильного телефона, может элементарно отследить этот путь. Действительно ли вот та бутылка, которая находится в его руках, она была произведена легальным путем и легально поступила именно в этот магазин. Это один из моментов. Одно из нововведений, которое на сегодняшний день в качестве законопроекта внесено в Государственную Думу, это повышение возрастного ценза, с какого у нас гражданин имеет право приобретать алкогольную продукцию. На сегодняшний день мы все знаем, что это 18 лет, и нередко, наверное, наши радиослушатели, да и мы с вами обращали внимание, когда на кассах молодые люди пытаются купить алкогольную продукцию, продавцы совершенно обоснованно у них требуют предъявить документы, удостоверяющие личность. Так. Это может быть паспорт, водительское удостоверение, любой другой документ. Вот на сегодняшний день... Все же достаточно, есть ограничения уже. Есть, но тем не менее, вот такое предложение внесено, оно сейчас находится на рассмотрении, и посмотрим, с учетом вот последних событий, какие у нас будут в этой части приняты решения. То есть предполагается увеличивать с 18 до 21 года, да. А, как сделать, как в Европе? Как в некоторых, да, зарубежных странах. Так, получается, это единственное нововведение, которое ожидается? Нет, это не единственное нововведение. Как я уже сказал, ряд из них уже были приняты, и в части ответственности на сегодняшний день очень четко регламентирован процесс как получения лицензии на изготовление алкогольной продукции, так и на ее реализацию. Постоянно совершенствуются нормы об ответственности за незаконную продажу и оборот алкогольной продукции в части административного законодательства, где предусмотрены достаточно серьезные штрафы, так и в части уголовного законодательства. Например, вот многие, наверное, знают, что существует уголовная ответственность за неоднократную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. То есть об этом, наверное, знают все. Но на сегодняшний день уже криминализировано и такое деяние, если алкогольная продукция продается неоднократно без разрешения лицензии. То есть, предположим, в какой-то организации, в торговой точке, не имеющей лицензию на продажу крепкой алкогольной продукции, продавали, например, водку, их привлекли к административной ответственности, ну, речь идет о физическом лице, то повторная продажа уже будет предусматривать для данного лица уголовную ответственность. То есть, законодатель, ну и в целом как бы политика государства в этой части, она направлена на ужесточение любого незаконного оборота алкогольной продукции. Но тем не менее лазейки-то находятся, и чем жестче у нас становятся законы, тем искуснее становятся те, кто этот контрафактный алкоголь производит и там подделывают акцизы, да, это называется, акцизы, подделывают марки, там этикетки. И там, если говорить о той же продаже, да, у нас жесткое ограничение по времени есть. Там. Вон, фанфурики те же самые. Позже какого-то времени алкоголь продавать нельзя, но тем не менее, спроси у любого, и любой знает магазин, где можно купить в любое время, типа просто продавщица крышечку открутит и скажет, что так все и было. Ну, здесь знаете, какая ситуация? На сегодняшний день, опять же, вот вы совершенно правильно, Елена, говорите, что существуют лазейки. Дело в том, что после установленного ограничения 23 часов можно продавать в местах общественного питания, то есть так называемые кафе, рестораны, да. И вот то, что вы говорите, когда скручивают крышку, это как раз речь идет вот о тех, видимо, торговых местах, у которых имеется разрешение на предоставление услуги по общественному питанию. Ну, то есть, грубо говоря, поставил стол, это уже не магазин, а кафе. Они обходят таким образом закон, да. Но, тем не менее, на эти моменты надо обращать внимание, проводить проверки, потому что если речь идет о том, что, скажем так, вот посетитель этого заведения, он не присел, там, не пригубил, условно говоря, не выпил, не закусил, а просто таким образом забирает бутылку, то, наверное, с точки зрения закона здесь надо применять к ним штрафные санкции.
С точки зрения закона или здравого смысла все-таки? Закон же такие вещи, он, наверное, не может все-таки регламентировать. Там отследить, сел человек или не сел, ну это насколько вообще реально? Ну, здесь, Руслан, понимаете, вот на сегодняшний день глава республики Хабиров Ради Фаритович, он поставил такую задачу и перед всеми органами государственной власти, местного самоуправления. Я думаю, что и различные общественные организации будут включаться в эту работу. Здесь очень важно получение информации тем компетентными органами, которые вправе привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности. Понятно, что, может быть, на все точки вот такого сбыта незаконного работников полиции не хватает, там, или работников Роспотребнадзора, если мы говорим о фанфуриках, потому что это уже их компетенция, то здесь очень важно, чтобы и граждане проявляли в том числе свою инициативу. Об этом надо, наверное, информировать, в том числе правоохранительные органы. Угу. Так, ну и еще один вопрос очень важный, который также мы сегодня хотим рассмотреть, это вот о вовлечении в проституцию. Такая вот неожиданная тема у нас тоже на повестке дня есть. Что тут может быть нового, да? Тоже какие-то, я так понимаю, изменения у нас уже произошли или ожидаются? Но здесь, знаете как, в принципе, это законодательство в части установления ответственности, оно действует достаточно продолжительное время. Просто, может быть, мы стали наблюдать более активную позицию органов государственной власти, правоохранительных органов в части выявления, привлечения к ответственности. Ну, вот один из последних примеров, наверное, таких вот достаточно резонансных, когда так называемую Настю Рыбку, да, задержали, и в отношении нее рассматривался вопрос о привлечении к ответственности за вовлечение в проституцию. Причем надо отметить, что подобных случаев выявления достаточно много, и в том числе по нашей республике с определенной периодичностью, ну, скажем, в средствах массовой информации, связанных с криминальной хроникой, показывают факты задержания, в том числе и иностранных граждан, которые прибывают сюда либо на учебу, а может быть и нелегально находятся на территории Российской Федерации, оказывают услуги сексуального характера. То есть эта работа проводится. Вот. И опять же, чтобы было нашим радиослушателям понятно, само занятие проституцией является административным правонарушением. То есть жрицы любви, которых застигнут, ну, будем так говорить, вот, в процессе оказания услуг, либо с доказанным намерением, они будут подлежать штрафным санкциям. А лица, которые оказывают, вернее, значит, вовлекают в занятия проституцией организаторы притонов, то они будут подлежать строгой уголовной ответственности. Причем в зависимости от конкретных обстоятельств наказание достаточно суровое. Если, скажем, эти действия совершаются в составе группы лиц, то наказание предусмотрено до 6 лет лишения свободы, а если в отношении несовершеннолетних, то до 8 лет лишения свободы. А есть у нас правоприменительная практика? Я вот что-то не слышал про это, что кого-то посадили там на 5 лет за организацию там притона, например. Ну, может быть, на 5 лет, значит, по всей строгости уголовного закона не наказывают, но факты привлечения к уголовной ответственности, осуждения, такие примеры есть, их достаточно. А вот мы сейчас говорим о том, что у нас в принципе действует давно уже, или сейчас кое-какие изменения в сторону ужесточения пошли? Вот. Но одно из новелл действующего законодательства – это ответственность установлена для лиц, которые являются потребителями сексуальных услуг несовершеннолетних. То есть, если, предположим, там, гражданин, ну, скажем так, вот, принял решение воспользоваться услугами проститутки, и при этом он понимает, что перед ним несовершеннолетнее лицо в возрасте от 16 до 18 лет, вот в этой возрастной категории, то тогда он уже за сам факт будет подлежать уголовной ответственности. Ну, речь идет о возмездном получении услуг интимного характера. Да. Уголовной ответственности. Уголовной ответственности. А как это будет доказываться? То есть вот человек может, ну, он же субъективная оценка, он не может однозначно оценить, кто перед ним, да, в каком возрасте находится человек. Но вопросы доказывания – это, конечно, сложный вопрос в рамках уголовного процесса, но, собственно говоря, для этого государственная машина и работает. Здесь ряд факторов. С одной стороны, гражданин может сам себя проявить, то, что он, обращаясь, предположим, в притон там, или вот в салон интимных услуг, специально проговорил вот этот момент, что ему нужна, там, скажем, молодая девушка, да, там, не достигшая определенного возраста. Это может быть, когда, ну, скажем так, проститутка, да, женщина с пониженной социальной ответственностью сама представляется, что я вот такого-то возраста. По обстоятельствам дела это может быть очевидно, когда видно, что перед, скажем, клиентом находится подросток.
Смотрите, как бы есть вещи, которые, ну, так же вечны, как и, там, я не знаю, мироздание, наверное, да, вот если мы говорим о данной профессии, древнейшей так называемой, то это, наверное, то, с чем бороться бесполезно. Может быть, все-таки стоит в России тоже задуматься, как в некоторых странах, о том, чтобы легализовать вообще это направление, получать налоги, предоставить социальное обеспечение, защиту, в конце концов, тем, кто этим занимается, и ситуация, может быть, станет, я не знаю, более цивилизованной, по меньшей мере. Руслан, с криминологической точки зрения ответ отрицательный вот на поставленный вопрос. Действительно, есть такие предложения, в том числе на уровне видных достаточно государственных деятелей. Они звучали, что если мы не можем полностью искоренить вот это зло, давайте мы его возьмем под контроль, и медицинское обследование будем проводить, и, как вы сказали, налоги получать, и, скажем, какой-то трудовой стаж будет у все-таки люди какой-то деятельностью занимаются. Да? Но с другой стороны, я вам так отвечу, что налоги у нас на сегодняшний день и легальный бизнес не очень платит. Где вероятность, что именно проститутки окажутся самыми добросовестными налогоплательщиками? Это первый момент. Второе, что касается медицинского обследования, то на сегодняшний день у нас существует достаточно большой инкубационный период у многих венерических заболеваний, в том числе и ВИЧ-инфекции. То есть, возможно, такая вероятность, что лицо фактически уже будет больным, представлять социальную опасность для окружающих, для клиентов, но при этом медицинские анализы ничего не покажут. И в эту же копилку можно добавить, что у нас на сегодняшний день, к сожалению, продаются и медицинские книжки, и там справки в бассейн. Опять же, какова вероятность, что именно проститутки пойдут и встанут в очередь за получением вот этих вот медицинских легальных справок. Ну и самое главное, на мой взгляд, то есть легализуя проституцию, мы тем самым, ну, наверное, на государственном уровне просто признаем, что это совершенно нормальный с точки зрения здравого смысла, морали вид деятельности. А вот это, мне кажется, категорически допускать нельзя. Потому что если, ну, опять же, примеряя, скажем так, что этим будет заниматься кто-то из близких родственников, наверное, любой рьяный заступник легализации проституции, он ответит категорично нет, он не захочет, чтобы его мать или его дочь там, или его сестра занимались этим видом деятельности. Но не получается ли так, что у нас такая официальное лицемерие, да, грубо говоря? С одной стороны, мы все понимаем, с другой стороны, признавать не хотим. Вот это и про справки, о которых вы говорите, которые можно купить, да, соответственно, и медицинские анализы, и та же самая проституция. Правильно ли это с точки зрения вообще, в принципе, да, вот общечеловеческой морали? И юриспруденции в том числе. Ну, конечно, правильно. У нас ведь на сегодняшний день совершается большое количество и уголовных преступлений, административных правонарушений. Это же не значит, что если государство не может свести их на нет, надо полностью отказаться от борьбы. То есть то же самое незаконный оборот наркотиков. Ну, давайте у нас вот на сегодняшний день там по разным оценкам от 1 до 5 миллионов лиц, потребляющих наркотические средства. Это колоссальный оборот. И если мы не можем его пресечь, ну, это же абсолютно не означает, что мы должны полностью опустить руки и этим не заниматься. У нас совершается большое количество там корыстных, насильственных преступлений. И тоже, к сожалению, государство борется, есть тенденция к снижению преступности и в целом по России, и в том числе по нашему региону. Но не все получается сразу, но тем не менее в этом направлении надо работать, очень серьезно заниматься снижением любого вида противоправной деятельности. Слушайте, давайте, наверное, все-таки отвлечемся от проституции с утра, от вот этих всех тем. Вы как проректор БАКСУ, вот я хочу с вами как с проректором БАКСУ поговорить про образование. Вот да, так вот резко, с проституцией на образование. С проституцией разобрались. Ну, это другой вопрос. Сложно, конечно, смотрите, у нас происходит отток студентов из Башкирии. Об этом говорят многие, ну, не студентов, а потенциальных абитуриентов. Говорят, что качество образования падает. Прежде всего, вот это, пожалуйста, как-то прокомментируйте. Согласны вы с этим, не согласны вы с этим? Чего у нас проблемы в образовании высшем получаются? Вот, кстати, Елена, наверное, я могу на этот вопрос ответить очень компетентно, потому что сам я получал образование. Я вообще выходец из Челябинской области. В 2008 году был приглашен на работу сюда, в республику. Кстати, был приглашен, опять же, в систему образования. Приехал работать в Институте права Башгосуниверситета. Сам учился в Челябинске. Кандидатскую диссертацию защищал в Казанском государственном университете. Докторантуру заканчивал и защищал докторскую диссертацию в Уральской государственной юридической академии. Мне есть чем сравнивать. И вот я хочу совершенно компетентно заявить, что высшее образование в нашей республике поставлено на очень высокий уровень. То есть я вот, ну, буквально все соседние субъекты, да, где я сам учился, контактировал со студентами, в том числе имел педагогическую практику,
Понятно, что, может быть, молодые люди хотят каких-то новых ощущений, им охота побыть самостоятельными, там немножко вырваться из-под родительской опеки, уехать куда-то в ведущие вузы Москвы, Санкт-Петербурга. Но я еще раз повторюсь, что касается нашего образования, оно на очень высоком уровне в республике. И, кстати, подтверждение тому, что наши вузы в достаточно серьезных, в том числе международных рейтингах, они отмечены как достаточно, ну, скажем, такие вот статусные, имеющие серьезные достижения. Поэтому можно смело оставаться здесь, обучаться в наших высших учебных заведениях, получать хорошую профессию и потом трудоустраиваться, работать во благо республики. Но с другой стороны, даже если, предположим, выходцы из Башкортостана поедут в Москву, в Санкт-Петербург, я считаю, что большой трагедии в этом тоже нет. Почему? Потому что тоже интересно посмотреть другие научные образовательные школы. Пусть получат образование там, пусть завяжут какие-то контакты. После этого большинство из них все равно возвращается сюда, в республику, потому что здесь очень серьезные социальные связи, родители, друзья, родственники. Они приедут и со своим новым видением уже как бы включатся вот в дальнейшем в трудовую деятельность. Но даже если они останутся и в Москве, там, в Санкт-Петербурге, других каких-то крупных мегаполисах России, это тоже хорошо, но в хорошем смысле это наши люди, которые, я думаю, так или иначе добьются больших успехов по карьерной лестнице и будут продвигать нашу республику уже на федеральном уровне. Ну хорошо, с чем тогда связано закрытие филиалов того же нефтяного, например, в Стерлитамаке? Если у нас качество образования прекрасное, если у нас очень много людей, которые хотят учиться, но тем не менее филиал закрылся. Но есть объективный ответ на этот вопрос. Дело в том, что вот та демографическая яма, которая является следствием снижения рождаемости в 90-е годы, она на сегодняшний день просто существенно уменьшила количество абитуриентов. Поэтому на сегодняшний день филиал ведь не только у нефтяного закрывается, филиалы закрываются, которые вот достаточно, может быть, успешно действовали и каких-то федеральных крупных университетов. И они закрываются не только в нашей республике, это вообще тенденция в целом по стране. Снижается уровень абитуриентов, и объективно уже содержать, допустим, помещение, педагогический коллектив просто нет возможности. Вот ответ будет такой мой. Многие политологи, которые приходят к нам на эфир, говорят, что у нас есть огромный дефицит именно управленческого кадра, да, которые могли бы, молодежь, которая могла бы работать в том числе в администрациях, городских, муниципальных, даже в правительстве региона, но их нет. Вот вы, как человек, который работает в БАКСу, да, в вузе, который, собственно, готовит этих управленцев, как-то расскажите об этом. Согласны ли вы с тем, что не хватает нас управленцев или нет? Ну, здесь, знаете, ответ на этот вопрос, он и да, и нет. Потому что, с одной стороны, управленческие кадры мы готовим, в том числе на базе нашей Башкирской академии государственной службы. Причем я об этом могу говорить не только как, скажем, лицо, которое непосредственно занимается образовательным процессом, но мы также участвуем во всех комиссиях на замещение вакантных должностей в органах государственной власти. Нас в качестве экспертов приглашают, и мы присутствуем. То есть мы видим вот тех желающих, которые хотят трудоустроиться в органы государственной власти местного самоуправления. Кроме этого, я имею руководящий опыт, в том числе в аппарате правительства Республики Башкортостан, поэтому у меня есть с чем сравнивать. Управленческие кадры, они есть. Просто не всегда удается вот выстроить вот этот мостик. Мы ведь готовим достаточно большую армию подготовленных специалистов, но опять же, если мы говорим о студентах дневного отделения, им нужен необходимый опыт. То есть им надо где-то трудоустроиться, получить опыт, потому что просто так вот прийти в органы государственной власти, заявить о себе, даже если ты хорошо подготовленный специалист, получается далеко не у всех. Поэтому для нас важно, и сейчас вот в принципе вот эта работа с нашей стороны, она очень активно проводится, выстроить взаимоотношения в части прохождения практики с органами государственной власти. Они идут навстречу? Идут. У нас заключены договоры со всеми республиканскими органами государственной власти, и федеральные структуры наших студентов очень активно приглашают для прохождения практики. Надо отметить, что те студенты, которые себя достаточно высоко квалифицированно зарекомендовали в ходе практики, им потом приглашают в место работы. Любой студент может попасть туда, или, как обычно, выбирают самых лучших и тех, у кого есть какие-то связи и знакомства? Вы имеете для прохождения практики? Я, да, и то, и другое имею в виду. У нас буквально вот 40 секунд осталось. 40 секунд, хорошо. И то, и то. Нет, значит, у нас распределение внутривузовское. Мы сами определяем, но, естественно, с учетом мнения самих студентов, потому что если, ну, скажем так, студент проживает где-то в Стерлитамакском районе, ему удобно проходить в районе практику, то он пишет заявление, мы его туда
направляем. А там уже зависит от того, как он себя покажет, как он себя зарекомендует. Ну и последнее, что я хочу сказать, вот в части управленческих кадров на нашей базе проходят переподготовку и повышение квалификации действующие работники органов государственной власти и местного самоуправления. Поэтому кадры мы готовим качественные. Ну что, будем заканчивать. Спасибо большое. Да. Руслан Валиев, Елена Черкова, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Пока. Хорошего дня. Радио «Эхо Москвы».